В эфире «Актуальное интервью». Законодательные аспекты реализации стратегии развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности обсуждают в эти дни в Якутске. Это главная тема расширенного заседания Совета по Арктике и Антарктике с участием членов Совета Федерации, экспертов и депутатов Госсобрания Илтумен. О том, как развивать предпринимательство в арктических районах и какие законодательные инициативы при этом нужны. Об этом сегодня мы поговорим с гостем студии, первым заместителем председателя Комитета Госдумы России по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Валентиной Пивненко. Валентина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. С приездом вас и спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Давайте для начала расскажем нашим телезрителям, что за мероприятие проходит в Якутске. Сегодня очень важное мероприятие не только для Якутска, но для всех северных, прежде всего арктических территорий, потому что сегодня на площадке Илтумена Республики Саха-Якутия проходит заседание экспертного совета по Арктике и Антарктике, который работает уже несколько лет. И, кстати, инициатива создания этого совета, она исходит от Республики Саха-Якутия. Раньше возглавлял Вячеслав Анатольевич Штыров этот совет, сейчас возглавляет Александр Константинович Акимов. И очень важно, что Якутия всегда представляет те инициативы, которые нужны для устойчивого развития Арктики. И прежде всего, которые нужны людям, живущим на севере Российской Федерации. И поэтому в повестке дня сегодняшнего заседания целый блок вопросов, который инициирован республикой. Это вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, жилищного строительства. Это вопросы, связанные в том числе и с социальным развитием регионов наших. Ну и, конечно, во главу угла сегодня я, например, ставлю вопрос, который еще официально не внесен в Государственную Думу, но который распространен информационно для того, чтобы люди могли его оценить. Это проект закона о поддержке предпринимательства в Арктике. Вот говоря о предпринимательстве, в прежние годы считалось, что арктическая территория – это зона ответственности больше государственная, и развивать должны именно государства, либо крупные корпорации. И затем появилось понимание и мнение, что нужно привлекать также и малый, и средний бизнес. Об этом говорят не первый год, но пока существенных результатов нет. Почему и с чем это связано, на ваш взгляд? Это очень болезненная тема, потому что привлекать специально, я думаю, что не нужно. Дело все в том, что наряду с крупным бизнесом, с ресурсодобывающими компаниями, малый бизнес, он был, он есть и он всегда будет, потому что предпринимательство – это та сфера, которая прежде всего нужна людям для того, чтобы обеспечивать занятость, обеспечивать на севере, особенно в Арктике, традиционные народные промыслы, те традиционные занятия, которые сегодня имеют еще больший приоритет. Это востребованность, которая исходит прежде всего от людей, потому что не каждый может работать в какой-то крупной корпорации, заниматься вопросами серьезного крупного бизнеса, а вкладывать свой труд, в том числе индивидуальный, для того, чтобы приносить доход себе, своей семье и, конечно, государству, для того, чтобы обеспечивать будущее, в том числе Арктики и своей семьи. Потому что вся работа, она направлена и должна быть акцентирована на человека, который живет в Арктике. И, конечно, постараться привлечь на работу тех людей, которые являются людьми инициативными, которые любят север, которые хотят здесь жить и работать. И, конечно, это коренные малочисленные народы, которые занимаются не только оленеводством, рыболовством, сбором и переработкой дикоросов, охотой, но и те люди, которые также привносят в свою жизнь и деятельность новые технологии, новые проекты и новые виды бизнеса. Поэтому сегодня очень важно не только развивать малое и среднее предпринимательство, прежде всего малый бизнес, но и удерживать от оттока предпринимательства, который, к сожалению, имеет место быть. Потому что в рыночных условиях без поддержки государства обеспечивать стабильность, обеспечивать равные конкурентные условия и возможности – это сегодня нереально, поскольку затраты на производство любого вида продукции и услуг, они здесь гораздо дороже, чем в благоприятных природно-климатических условиях в средней полосе и на юге. В этом и отличие. И поэтому предприниматели, которые работают в разных северных наших регионах, они уже давно настойчиво, упорно
упорно и совершенно правильно настаивают на том, чтобы были меры государственной поддержки. Это и льготное кредитование с минимальной процентной ставкой, это и более низкие тарифы на энергоресурсы, и это более низкие ставки налогов, которые выплачиваются для того, чтобы бизнес развивался, для того, чтобы люди могли быть уверены в будущем Арктики и в том, что они никуда отсюда не поедут. Хотя на сегодня отток в целом по северу населения, он продолжается. Так как же все-таки развивать Арктику? Как привлекать лучше людей? Привлекать туда на постоянное место жительства или чтобы они работали вахтовым методом либо на временной основе? Но вы знаете, я не приветствую тех мнений, которые говорят о том, что только вахтовый метод должен обеспечивать работу на Арктике. Это невозможно, это реально там, где открываются новые месторождения, там, где нет поселений, там, где нет улусов, там, где нет тех точек, где проживает коренное население прежде всего, там, где уже сложилась устойчивая инфраструктура. И поскольку сегодня очень важно обеспечивать занятость населения и самозанятость, конечно, здесь должны использоваться все способы развития северных регионов, не только вахта. В основном, я так полагаю, что касается малого бизнеса, здесь вахта невозможна. Нельзя выпускать какой-то вид продукции или оказывать услугу, приезжая или прилетая сюда, поскольку те огромные расстояния, например, как в Якутии, я называю это «страна в стране», потому что здесь такие масштабы, здесь такие расстояния огромные, что, конечно, это невозможно просто. Поэтому чисто вахтовый метод – это неприемлемая форма трудовой занятости и обеспечения устойчивого развития Арктики. Это не для нашей страны. Давайте продолжим тему, которую вы подняли ранее, насчет законодательной инициативы и законопроекта, который сейчас принимается. Какие предложения поступают от регионов по законодательной инициативе и к каким из них все-таки стоит прислушаться, на ваш взгляд? Вы знаете, я свою точку зрения скажу. Когда я познакомилась с проектом закона, он вызвал у меня недоумение большое. Я считаю, что это не проект закона. И я считаю, что в таком виде его невозможно вносить на рассмотрение Государственной Думы. Почему? Потому что главное в любом законе тема в том, что мы поставили цель поддержать предпринимательство. Вот человек, который собирается создать какое-то производство свое или оказывать какие-то виды услуг, и традиционные, и, может быть, новые. Ну, фантазии у людей у нас разные, и это очень приветствуется, это хорошо. Что этот закон человеку даст? Да ничего абсолютно. Он не даст. Почему? Потому что там, в этом проекте закона, первое, что указано, прежде всего, называется он о поддержке, а начинается он с контроля. Контролировать что? Контролировать то, чего еще пока что нет, или то, что просто на бумаге прописано. Там очень много времени в законе посвящено тому, как стать агентом предпринимательства в Арктике. Но больше как контролировать, а дальше идет целая инструкция о работе с таможенными органами. Поэтому я считаю, что это не закон. Хотя ссылки есть на то, что вносить изменения, например, в Трудовой кодекс. Что предлагается? А предлагается использовать его в арктической зоне, то есть обеспечивать те нормы трудового права, которые уже существуют, и существуют они для Севера. Там прописано о внесении инициативы законодательной не в этот закон, а в налоговый кодекс об обнулении ставки налога на прибыль. Это хорошо, но это не этот закон, не о поддержке предпринимательства, а это сопутствующие законы. Поэтому мне кажется, что, еще раз подчеркиваю, это мое личное мнение, и то, о чем мы говорили еще вчера до заседания экспертного совета по Арктике, что это не закон, это идея, непонятно, у кого она в таком виде родилась. Хотя есть поручение президента, оно достаточно четкое и конкретное, чтобы был тот законопроект, который действительно бы открыл дорогу для развития предпринимательства в Арктике. Этого нет.
А тогда какие льготы и преференции будут и должны действовать в арктической зоне, чтобы предпринимательство там начало наконец развиваться? Но предприниматели, например, настаивают на том, чтобы были прежде всего те преференции, которые касаются налоговых льгот. Чтобы ставки налогов были не те, которые сегодня являются общими, а те, которые можно в том числе в зоне предпринимательства арктической применять даже в форме и обнулевки, для того, чтобы предпринимательство не стояло на месте, а чтобы предприниматели были заинтересованы не только вложить инвестиции, в законе прописано, что они должны быть порядка 500 тысяч рублей. Ну вот себе можете представить предпринимателя в республике Саха-Якутия, будущего предпринимателя? Ему нужно открыть свое дело. Разве у каждого найдется 500 тысяч рублей? Тем более в арктической зоне. В арктической зоне, да. Поэтому здесь надо говорить о том, что если нет собственных ресурсов, значит, тогда должны быть кредитные ресурсы. Кредитные ресурсы должны быть доступные, они должны быть длительные, для того, чтобы можно было из будущей прибыли, когда отработает, например, предприниматель не год, за год вряд ли что-то может произойти такое, что он будет получать прибыль и готов будет рассчитываться с государством, а может быть как минимум 3 года. То есть одно дело зарегистрировать, дать право и возможность быть агентом предпринимательства и использовать те механизмы, которые сегодня используются, и это, кстати, в законе прописано, на территориях опережающего развития, но и достаточно четко, может быть, даже со ссылкой на другие законодательные нормативно-правовые акты, сделать так, чтобы и предложить так, чтобы предприниматель видел перспективу, не просто, что он зарегистрировался, и уже сразу же контролеры пришли для того, чтобы проверять, правильно он стал агентом или неправильно, случаи, когда его можно исключить из этого реестра единого, который будет государственным реестром, а действительно, чтобы были применены реальные способы для поддержки инициативных людей. И в завершение программы очень коротко, если говорить о стратегии развития арктической зоны в целом, то поручение по его разработке дал президент страны, и это накладывает самую высокую ответственность. На каком этапе находится разработка документа и в чем его основополагающие? Но основа документа, она есть. И что касается конкретных механизмов выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации, то для Республики Саха-Якутия, где мы сегодня находимся, это самое главное, мне так кажется, развитие транспортной инфраструктуры. Потому что отдаленные территории с огромными расстояниями, с очень суровыми природно-климатическими условиями, с условиями бездорожья, вот эта связь населения, бизнеса во всех точках Республики Саха-Якутия, она является приоритетной. И когда мы проезжали по реке Лена вчера, мы посмотрели и убедились в необходимости строительства моста через эту реку. Этот проект существует уже несколько лет, но, к сожалению, пока что к реализации этого проекта не приступили. А это тоже, по сути дела, перспектива развития региона, развития Арктики и развития в том числе предпринимательства. Это энергетические проблемы, которые также сегодня достаточно затратные на арктической территории. Поэтому тот вопрос, который будет сегодня обсуждаться на экспертном совете по Арктике и Антарктике, он затрагивает вот эти направления. Ну и, конечно, жилье. Валентина Николаевна, огромное спасибо за беседу. А я напомню, что гостем студии была Валентина Пивненко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. И обсудили мы тему предпринимательства в Арктике. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.